Добрый день! Сегодня мы поговорим о цифровой трансформации, о масштабной тенденции, которая охватила нашу жизнь с невероятной силой, и оставаться в стороне становится просто невозможно. Что же такое цифровая трансформация? Чаще всего, ища ответ на подобный вопрос, мы просто наберем его в поисковике, а с недавних пор мы попросим ChatGPT. Тот вместо нас просмотрит множество источников, сравнит их и выдаст нам самый подходящий, по его мнению, ответ. Итак, у технологий уже есть мнение. Сам факт того, что мы ищем ответы на вопросы у технологий, подтверждает, что цифровая трансформация проникла во все сферы нашей жизни. Мы используем цифровые технологии для обучения, работы, творчества, и даже наши мысли часто опираются на цифровые инструменты. А так как мы еще и являемся активными потребителями, то и потреблять мы тоже стремимся с помощью цифровых технологий. Итак, цифровая трансформация – это глобальное изменение основной деятельности компании, ее процессов, компетенций, организационной и бизнес-модели. Другими словами, это интеграция цифровых технологий во все сферы бизнеса, что приводит к фундаментальным изменениям в том, как работают компании, как они приносят пользу своим клиентам. Особенно с начала пандемии все те, кто смог впитать цифровую трансформацию, не только остались на плаву, но и существенно выиграли в сложившейся ситуации. Только представьте, что за 4 года число интернет-пользователей в мире выросло больше, чем на миллиард человек. Соответственно, изменились их поведение, их вкусы, привычки. 85% опрошенных компаний сегодня считают, что им нужно срочно трансформироваться. Однако большинство из них не понимает, а что именно это значит. Что же такое цифровая трансформация? Мы часто слышим такие термины, как оцифровывать, автоматизировать, трансформировать, и многие считают их синонимами и, следовательно, ставят неверные задачи перед своим персоналом или разработчиками. Давайте-ка разберемся. Оцифровывание, также известное как цифровизация, представляет собой процесс преобразования аналоговой информации в цифровой формат, от бумажных документов к цифровым, например. В результате становится легче хранить, обрабатывать, передавать и воспроизводить данные. Автоматизация – это упрощение работ с помощью цифровых инструментов. То, что раньше выполнялось человеком, теперь решается с помощью внедрения технологий. Это делается для того, чтобы повысить свою эффективность, производительность, снизить затраты и риски. И, наконец, цифровая трансформация. Это не просто тотальная автоматизация бизнес-процессов, а полное переосмысление самой бизнес-модели на основе применения современных технологий. Давайте рассмотрим несколько примеров и попробуем разобраться. Представим, что в компании было решено осуществить сканирование документов и хранить их на облаке, что позволит множеству сотрудников одновременно иметь к ним доступ и работать с ними. Что из себя представляет данный процесс? Совершенно верно. Это классический пример цифровизации, перехода от аналога к цифровым данным. И только. Как компания дальше будет распоряжаться хранившейся информацией, пока неизвестно. Поскольку продукты и напитки постоянно исчезали из ресторана, директор принял решение внедрить программу, которая бы отслеживала расходы на продукты в соответствии с заранее введенными рецептурами. В данном случае целью является снижение риска потерь. Директор просто вытесняет человеческие факторы из бизнес-процесса. Фактически, сам процесс остается неизменным. Меняется только способ его исполнения. Здесь мы имеем дело с автоматизацией. Представим, что компания перешла от модели физического магазина на онлайн-платформу, где предлагает товары и услуги без необходимости хранения физических запасов. Обратите внимание, что сама бизнес-модель компании изменилась. Они больше не предлагают клиентам посетить их магазин, не имеют личного общения с клиентами, не держат больших запасов на складе. Вместо этого они разрабатывают функционал своей платформы, строят отношения с поставщиками, разрабатывают ценовую политику, политику продвижения платформы. Все это основываясь на анализе данных, которые накапливаются в платформе. Это достаточно яркий пример цифровой трансформации.
Тем не менее, нужно быть внимательным, так как простое предоставление товаров и услуг в цифровом пространстве не является цифровой трансформацией. Если компания открыла для себя веб-страницу или страницу в Инстаграме и предлагает свои продукты также там, то несмотря на то, что это может оказаться достаточно эффективным каналом продвижения и даже сбыта, это далеко не является цифровой трансформацией. Для цифровой трансформации необходимо, чтобы изменилась логика ведения бизнеса, а не просто добавился электронный канал сбыта. Примеры цифровой трансформации могут варьироваться в разных отраслях и компаниях. И если обобщить основные направления, то в них войдут переход от традиционного магазина к электронной коммерции, внедрение системы искусственного интеллекта для автоматизации производственных и прочих бизнес-процессов, использование аналитики данных для лучшего понимания потребностей клиентов или внутренних операционных процессов, разработка мобильных приложений для улучшения опыта пользователей и многое другое. Особое внимание уделяется данным. Цели цифровой трансформации различны. Они зависят от каждой организации, но чаще всего компании трансформируются, чтобы повысить собственную эффективность и производительность, чтобы улучшить опыт клиентов и отношения с ними, чтобы снизить затраты, повысить прибыль, чтобы увеличить конкурентоспособность и так далее. Вокруг цифровой трансформации существует множество мифов. Давайте рассмотрим несколько из них. Только техническая команда компании задействована в цифровой трансформации и ответственна за результаты. Мы с вами понимаем, что это не так. Так как речь идет об изменении бизнес-модели, то цифровая трансформация задействует абсолютно все звенья на предприятии, сверху донизу. Цифровой трансформации всегда сопутствуют большие сокращения. За счет изменения бизнес-модели и, по идее, увеличения конкурентоспособности и интереса к ней клиентов, конечно, резко меняется структура персонала. Но зачастую цифровая трансформация приводит даже к расширению, а не к сокращению персонала. Требования и функции персонала меняются вместе с моделью, но и здесь есть свои преимущества. Персонал развивается, он становится более гибким и адаптивным к изменениям. Если нанять внешнего технического эксперта, он все сделает. Цифровая трансформация – это в первую очередь трансформация стратегии и логики вашего бизнеса, а следовательно управления. Технический эксперт может помочь вам внедрить цифровые решения, автоматизировать ту или иную область, но иметь стратегическое мышление и управлять вашим бизнесом вместо вас он не сможет. Поэтому ответственность за трансформацию должны нести именно вы. Много автоматизации – это уже трансформация. А вот и нет. Автоматизация может быть направлена на поддержание бизнес-процессов вашей сегодняшней модели бизнеса, что никак не приведет к трансформации. Цифровая трансформация не значит много, значит умно и по-новому. Цифровая трансформация всегда очень дорогая и недоступная, особенно для малого и среднего бизнеса. Конечно, инновационные технологии часто дорогое удовольствие, но поскольку ключевым фактором является не количество технологий, а сама идея и имплементация, то тут важнее управленческий ресурс. Цифровая трансформация часто критична именно для малого и среднего бизнеса, с его гибкостью и способностью быстро меняться. Она поможет уравнять игровое поле с большими компаниями с помощью недорогих инструментов и правильно разработанной стратегии. Таким образом, малый бизнес может конкурировать на одном рынке с крупными игроками. Именно так поступали успешные компании, выводя на рынок новые подходы и бизнес-модели, которые намного удобнее и интереснее клиентам, тем самым в корне меняя индустрию. Однако все не так гладко. 70% проектов цифровой трансформации терпят неудачу. Почему? Рассмотрим самые распространенные ошибки. Отсутствие целей и стратегий трансформации. Когда нет четкой и обоснованной стратегии, не определены цели и задачи, все понимают, что никакой трансформации быть не может. Несмотря на то, что цифровая трансформация является частью глобальной стратегии предприятия, она должна быть отдельно и подробно продумана. Второй по частоте ошибкой является неполное вовлечение руководства. Как мы уже отмечали, цифровая трансформация происходит только сверху вниз и требует от руководства абсолютной концентрации и интеграции. Она невозможна на уровне одного отдела или функции бизнеса. Меняется модель, затрагивается весь бизнес. Далее необходимо отметить сопротивление. Как и любое изменение, цифровая трансформация сталкивается с сопротивлением сотрудников. А если учесть, что это достаточно кардинальное изменение, которое к тому же требует определенных технических навыков, то и сопротивление и страх по отношению к ней достаточно высоки.
Сопротивление также идет от отсутствия цифрового мышления в компании. Опять же, цифровая трансформация требует определенных навыков, знаний и дальновидности, готовности замечать тренды и предвещать изменения. Это не просто способность пользоваться технологиями, это набор подходов для понимания и использования данных. Набор установок и поведения, при которых люди замечают новые возможности, связанные с технологиями. И, следовательно, недостаток гибкости и инновационной культуры, как основное препятствие успешной цифровой трансформации. Цифровая трансформация – это не разовое событие, это непрерывный путь, который требует постоянной эволюции или, по крайней мере, адаптации. Большинство компаний не успевает пойти в одну колею трансформации, как технологии уже требуют новых изменений. Поэтому компании предельно важно уметь вовремя замечать грядущие перемены, быстро трансформироваться, адаптироваться, а то и опережать темп глобальных изменений. Успешно трансформирующиеся организации могут получить долгосрочное конкурентное преимущество, лучше реагировать на изменения рынка и предоставлять расширенные возможности для своих клиентов и заинтересованных сторон. Желаем вам удачи на этом сложном, но очень интересном пути.